Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня я на канале Красный Коннект приглашен уважаемыми авторами, редакторами этого канала для того, чтобы поговорить с вами о Государственной Думе Российской Федерации и о предстоящих выборах в нее. Но прежде я хочу вас попросить подписаться на этот канал, ставить лайки, дизлайки, комментировать и активно участвовать в жизни канала. Можете даже прислать донат. Все в ссылках в описании, так сказать, внизу. Что хочется сказать прежде всего о Государственной Думе Российской Федерации. Она у нас существует с 12 декабря 1993 года. Она встала в государственную систему, встроилась после того, как разогнали Верховный Совет в 1993 году с помощью пушек-танков. Ельцин уничтожил последний орган советской власти, именно Верховный Совет РСФСР, который был у нас в России. После этого появилась так называемая Государственная Дума Российской Федерации, в которую выборы прошли ровно 12 декабря с принятием Конституции. С тех пор утекло довольно много воды. В 23 году, наверное, будут пышные празднества, связанные с событиями основания Государственной Думы. Но мы должны помнить, что прежде всего это связано с кровавыми событиями октября 1993 года. Что же касается выборов, которые нам предстоят. Прежде всего должен сообщить о том, что в связи с коронавирусом, COVID-19, и в этом году выборы будут идти 3 дня и будет действовать досрочное голосование к тому же. Следовательно, у тех, кто хочет фальсифицировать эти выборы, так сказать, появляется очень большой люфт для того, чтобы организовать разного рода, так сказать, игры, связанные с бюллетенями, связанные с подвозом избирателей и прочими грязными технологиями, которые используют для того, чтобы или повысить явку, или пригнать своих сторонников на избирательные участки. А иногда банально вбросить бюллетени или же подделать голоса. Касательно выдвижения в Государственную Думу Российской Федерации со стороны республики. Республика является одномандатным округом, в котором имеют право баллотироваться депутаты-одномандатники, борясь за один депутатский пост, так сказать, от республики. Думаю, среди них будет минимум 9 кандидатов, по крайней мере они заявились, все мы их в большинстве случаев знаем, это люди известные, но пока еще период регистрации не закончен, подписи могут быть собраны, проверены, и кто-то из них вполне может баллотироваться или не баллотироваться, не собрать, соответственно, документы для выдвижения. Что касается списков, естественно, в выборах участвуют 4 самые крупные фракции, 4 партии, которые являются у нас основой парламентаризма в России. Это прежде всего партия КПРФ, правонаследница КПСС, которая ведет свою историю от самого Владимира Ильича Ленина. Единая Россия, которая является по факту рупором не только чиновничества, но и народившейся сегодня буржуазии. Справедливая Россия, созданная в качестве клона КПРФ, который был призван когда-то ее заменить. Но, увы, с тем, что она не справляется, к ней прикрепили патриотов России и «За правду» движение Захара Прилепина. ЛДПР, где ее непотопляемый хедлайнер, уже не молодой и потрепанный Владимир Вольфович Жириновский будет вести ее в очередной бой. Кажется, не забыл никого и перечислил все 4 политические партии. Естественно, сейчас появились те партии, так называемые партии-обманки, партии-спойлеры, призванные имитировать демократию в России и отбирать голоса у настоящей оппозиции. Среди них можно назвать такие партии, как коммунисты России господина Сурайкина, которые чуть ли не полностью даже в символике копируют коммунистическую партию. Всякие разные новые люди, где-то их уже и в открытую называют новыми единороссами, так как туда
вступают либо молодежь от Единой России, либо бывшие члены Единой России, либо люди всячески аффилированные, то есть связанные с партией ЕР. Что еще касательно участников этой предвыборной гонки я могу сказать? Я заметил, что каждый год резко падает, ну не так резко, но в зависимости от желания властей падает явка. В некоторых регионах наметилась тенденция того, что люди перестают ходить на выборы не только по причине того, что 19 сентября не самый удобный день голосования, но и в том числе решается все бюджетниками, согнанными работниками предприятий, не только бюджетной сферы, а и вообще в принципе. И как можно меньшее количество людей должно узнать о том, что происходит всенародное голосование, о том, что происходят выборы. Это новая стратегия власти во многих регионах, просто-напросто не допустить хорошей явки. То есть вам будут говорить: не являйтесь на выборы, не приходите на выборы, они все равно ничего не решают. В общем, займитесь лучше своими делами, потратьте воскресные выходные дни там на шашлыки, на выезды на природу, на своих детей, близких и прочие вещи. И главное, не ходите на выборы, не голосуйте. Но у нас власть идет по другому пути. У нас наоборот загоняют людей для того, чтобы они голосовали, показали максимальную явку и проголосовали за того, кого надо, или за тех, кого надо. Следовательно, моя точка зрения, что на выборы ходить нужно в течение 3 дней. В принципе, лучше прийти в последний день, поближе к закрытию участка, увидеть, что напротив вашей фамилии не поставлена галочка, никто другой не подписался, и проголосовать за всех, кроме партии, которая правит сегодня. Потому что ее успехи вы можете видеть, так сказать, в кавычках, до чего они довели страну. Это прежде всего пенсионная реформа и подобные шаги, касающиеся закручивания гаек и в интернете, и в жизни людей. И в целом, как говорится, успехи очень призрачны. Что же касается партии КПРФ. Недавно в Москве прошел съезд Коммунистической партии Российской Федерации, где были выдвинуты кандидаты от разных регионов, объединены в региональные группы, если это списочная часть, и, естественно, закрыты кандидаты одномандатники из каждого субъекта Российской Федерации. В Республике Саха-Якутия по одномандатному избирательному округу нас будет представлять Аммосов Петр Револьдович. Человек, известный тем, что когда-то предлагал увеличить цены на молоко. Закупку молока, точнее, будет конкретно. У нас сельскохозяйственная республика в коей-то мере традиционно для жителей республики, для якутов, для народа Саха. Это прежде всего сельское хозяйство, коневодство, это прежде всего выпас крупного рогатого скота. Закупочные цены на молоко были крайне низкими. В это время Петр Револьдович всегда говорил о том, что стоит обратить внимание на закупку молока, дать людям нормальные деньги за его покупку со стороны государства, и тогда мы, собственно, и на деревне появятся деньги. Что же касается федерального списка, в нашей региональной группе есть 3 региона. Это Иркутская область, Республика Саха-Якутия и наша уважаемая Магаданская область. От нас выдвигается в региональной группе Губарев Виктор Николаевич, Савва Анатольевич Михайлов, неплохо выступивший на выборах мэра, но некоторые силы политические его не поддержали на тот момент. Надеюсь, в этот раз они консолидируются, ведь многие говорили, почему они не консолидировались на тех выборах. Пожалуйста, приходите к нам, поддержите наших кандидатов, и мы вместе проведем своих депутатов в Государственную Думу. Лидером нашего списка является
товарищ Левченко из Иркутской области Сергей. Он возглавлял Иркутскую область в течение нескольких лет, очень продуктивных, в ходе которых он увеличил и бюджетную часть, и уменьшил расходы, естественно, и очень много полезного в части строительства, контроля и вообще в принципе в управлении регионом сделал. Но, к сожалению, из-за давления власти федерального центра ему пришлось уйти. Но партия доверила этим людям выдвинуться в этот раз в Государственную Думу Российской Федерации от представительства, так сказать, Дальнего Востока и Сибири. Естественно, у партии есть программа. Да. Это в последнее время не является, знаете ли, такой неотъемлемой частью. У многих партий даже этого нет. К примеру, та же самая «Единая Россия», которая в 2003 году опубликовала некий манифест, где собиралась Санкт-Петербург-Анадырь дорогу провести, а потом говорила о некоем плане Путина, потом говорила о стратегии России 2020, 2020 год, к сожалению, прошел, или к счастью, но отчета по этой стратегии нет. То есть у многих партий даже такого нет. Но мы идем конкретно в этот раз не только с нашей программой партии, с которой вы можете ознакомиться на нашем сайте, ссылка будет в описании, но мы идем конкретно на выборы с программой 10 шагов к власти народа. Прежде всего, первый шаг — это народу собственность, России суверенную экономику. КПРФ покончит с элементами колониальной зависимости страны, богатства России будут служить народу, земля вернется в общенародную собственность, мы немедленно остановим приватизацию государственных и муниципальных предприятий. КПРФ использует механизм национализации. Национализация придаст плановый характер развитию страны. Прежде всего, для нас ключевой вопрос, как для коммунистов и марксистов, это вопрос собственности. Общенародное достояние не должно принадлежать кучке олигархов, кучке буржуев, которые захватили в ходе хищнической приватизации в 90-е годы. Естественно, оно должно вернуться именно в народное пользование, для того, чтобы эти деньги, миллиарды рублей, шли не через чьи-либо карманы в виде налогов, а сразу напрямую государству, то бишь народу. Следующий шаг – это индустриализация 21 века. Это очень большой пункт, но я объясню его коротко своими словами. Мы все помним сталинскую индустриализацию конца 20-х, 30-х годов, в ходе которой страна подготовилась к отражению фашистской угрозы со стороны Европы, со стороны других агрессивных стран, в том числе возглавляемых Германией и мировым капиталом. Продовольственная безопасность. Если коротко и своими словами говорить об этом пункте программы КПРФ, это прежде всего обеспечение собственными продуктами, собственным сырьем для производства продуктов всей страны. Потому что если мы закупаем еду за границей, мы не можем себя обеспечить банально зерном, другими агрокультурами, то мы зависимы от них, так же как они зависимы на данный момент от нашего газа и нефти. Четвертый шаг. Финансы – инструмент развития. Восстановление суверенной экономики требует вернуть в страну свыше 40 тысяч предприятий, зарегистрированных в офшорах. Как мы с вами понимаем, сейчас есть очень много способов скрыть свои доходы, скрыть предприятия, зарегистрированные на многих, скажем так, представителей власти из разных ветвей, будь то депутат, будь то какой-либо крупный чиновник. Через офшоры предприятия регистрируются, отрабатывают деньги, и деньги оседают не в Российской Федерации. Это банальный уход от налогов и банальный вывод денег из страны. Пятый шаг. Честные налоги, справедливая жизнь. Естественно. Проще говоря,
Мы все сейчас платим 13%. Вы, которые получаете 25 тысяч рублей в месяц, и олигарх, который получает 250 тысяч долларов в месяц. Пожалуй, будет справедливо взять больше денег с того, кто больше налогов, с того, кто больше зарабатывает. Правильно ведь? Для осуществления потребностей человеку не нужны такие огромные деньги. Да, если, конечно, это потребности в пределах разумного. А если они не в пределах разумного, кому-то нужен золотой унитаз, то кому-то, наверное, следует обратиться к соответствующим специалистам для лечения своего душевного равновесия. Шестой шаг. Обуздать тарифы и цены. Пандемия показала, что богатые продолжают обогащаться. За счет чего? За счет того, что поднимают цены на нужные товары. Это не только товары народного потребления, это в конце концов товары, которые необходимы для производства товаров народного потребления. Сегодня, к сожалению, в нашей республике, если куб дерева стоил в прошлом году, древесины, бруса или доски, 14 тысяч рублей, сегодня он стоит порядка 20 тысяч рублей плюс-минус, в зависимости от сорта, доставки и прочих моментов, может доходить до 24. Это рост на 100%. То есть нам необходимо заняться тем, чтобы обуздать цены дальше. Седьмой шаг. Власть в руки народа. То есть, прежде всего, мы должны сделать так, чтобы воля народа диктовалась государству, а не наоборот. Ни чиновники, ни депутаты, ни какие-либо министры не должны нам диктовать свою волю. Люди сами должны выбирать. Кто хочет выдвинуться в депутаты, сейчас должен пройти через бумажный ад, собрать 10 справок о доходах, собрать справку о том, что не судим, собрать справку чуть ли не о состоянии здоровья своем. Да, это все делается под видом того, что в депутаты не пройдет кто-нибудь совсем, скажем так, неадекватный или какой-нибудь мошенник. Но наблюдая через все эти законы, как политическим партиям сложно выдвинуть своих кандидатов, может быть, людей действительно честных. Я не отрицаю, даже в Единой России могут быть честные и умные люди, но это все-таки меньшинство, я думаю. Но и эти люди должны в легкую баллотироваться и голосовать как надо. Например, у нас отняли графу против всех. Я не могу пойти и проголосовать, выразить свое мнение, что я не играю с этими людьми. В общем, с ними разбирайтесь сами, мы не хотим выбирать никого из предложенных. Такой графы нет. И из-за чего? Из-за того, что в нашей республике голосовали против всех много раз. Мы довольно оппозиционный регион в этом плане. Восьмой шаг. Человек – центр политики государства. Карл Маркс говорил, что человек должен находиться во главе угла, личность человека, опять же. Человек труда должен развиваться, человек труда должен иметь достойную оплату труда, человек труда должен в конце концов заниматься саморазвитием, уделять время семье. Но сегодня это очень затруднено в нашей стране. Мы работаем по 8 часов. Перерыв на обед и приходим к 7-8 вечера. Если говорить о крупных городах, то там одно передвижение с одного конца города на другой занимает до часу. Мы должны улучшить условия населения нашей страны. В конце концов, банально дороги, по которым невозможно ездить, и это очень сильно затрудняет поток машин, когда дороги узкие, когда объезжаешь ямы, это усиливает трафик. Шаг 9. Сильная Россия – безопасная страна. Ни для кого не секрет, что сильная армия для России – это все-таки нужда. Это не необходимость, не только необходимость, но и нужда. Потому что границы нужно свои защищать. Нужно защищать свою страну, страну наших предков, страну наших отцов. Естественно. Это и ресурсы, которые копились веками, это и народы, и культура. Но без сильной армии этого не защитить. Как говорится, если вы не хотите кормить свою армию, вы будете кормить чужую. 10 пункт. Великому народу великую культуру. Естественно,
Сегодня мы видим, что происходит на телевидении, что происходит в культурной сфере вообще. Я не злюсь на артистов, они нужны при любой власти, они будут обслуживать любую власть. Но, учитывая то, что культура это не только то, что нам показывают по телевизору, культура это и очень огромный пласт, в том числе это защита собственной истории. Мне как политологу и человеку, который хотел заниматься историей с самого детства и интересуется, эта культура представляется в изучении и сохранении того самобытного наследия народов Российской Федерации, в том числе нашего народа Саха. Мен бәм сахалы үшөй байтак саңарабын, соруярбын наха үшөйді хаябапын, әппәппін үшөйді хуруябын деймін. Гынан баран мен бәм культурабын сыналыбын, онна халларықпын бағарабын. Олабыр бихи брахник, үшөй бай брахниктардақ бұты ғық, еті ЮНЕСКО-ға олон қалақ бұт. Оннық болағына өсі природный дағаны партар бұтын келлерия Хохепленские столбы индеви күрдік. Оннық культуралах, а я сальбах народ Россияға. Следовательно, мы должны сохранять культуру всех этих народов Российской Федерации. Иначе многообразия и братской семьи народов у нас не будет. Вот, к примеру, у нас в Якутске был недавно случай. К нам приехала девушка, вышла замуж за нашего парня из России. Живет на 203-м округе, Рут Тетет. Вышла, организовала субботник, собрала окурки, там, всякий мусор. Это замечательное событие, это замечательно. А как реагируют на это в наших соцсетях? Я даже говорить не хочу об этих вещах. Это банальный фашизм, это национализм. Когда шутят на тему цвета кожи, на тему того, что человек приехал, он имеет право жить здесь. Если он воспринимает нашу культуру и хочет тем более облагораживать наш город. Учтите, национализм нам навязывается сверху, для того, чтобы разделить. На самом деле есть только человек труда. Вы попробуйте прийти на предприятие и сказать своему боссу, вот я вот там русский, якут, армянин, там итальянец, повысь мне за эту зарплату. Он вам популярно объяснит, что он вам не повысит зарплату. Только рабочий человек, только объединение по принципу, так сказать, отношения к собственности и к труду может заставить тех, кто сейчас владеет этой собственностью, средствами производства, как-то обернуться в сторону народа. Уважаемые товарищи, пожалуй, я буду заканчивать. В целом, наше сотрудничество с студией Красный Коннект будет продолжаться, и мы будем делать новые выпуски, может быть, в формате интервью с кем-нибудь будем разговаривать. Оставляйте комментарии, если желаете, чтобы мы с кем-то провели интервью, пообщались, или какой формат вам более удобен. Все, с вами был Андрей Данилов. Спасибо большое.